Салам алейкум, дорогие друзья. Я приветствую вас в этом прекрасном зале. Сегодня мы начнем наше мероприятие с чтения Священного Корана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أشهد
سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Ассаламу алейкум еще раз, дорогие друзья. Причиной тому, что мы съемки аналитической программы «Лицом к истине» перенесли в этот зал, является, что это специальный выпуск, и он посвящен великой личности в истории человечества имаму Шамилю. Хотя Дагестан на карте земли можно закрыть пальчиком, своей историей и культурой Дагестан как материк. И самой яркой звездой на небосклоне, историческом небосклоне Дагестана и Кавказа в целом является великий имам Дагестана и Чечни, шейх Накшбандийского тариката имам Шамиль. Уже 140 лет, как он ушел в мир, более лучше, чем этот, но слава и память о нем вечна. И она будет жить до тех пор, пока есть дагестанцы, до тех пор, пока есть Дагестан, и до тех пор, пока будет ислам. Великий имам Шамиль, он был полководцем, он был предводителем, он был великим политиком и тарикатским шейхом. Вспомнить его сегодня мы и собрались. Нам сегодня вспомнить великого имама помогут Магомед Расулов, заместитель министра культуры Республики Дагестан, Магомед Ахмедов, председатель Союза писателей Республики Дагестан, Магомед Гамзаев, автор книги «Имам Шамиль», Ахмед Муртазалиев, доктор филологических наук, Дадаев Мурадулла, заведующий кафедрой истории Дагестанского исламского университета. Сегодняшнее мероприятие хочу я начать со слова, которое скажет наш уважаемый председатель Союза писателей Магомед Ахмедов. Дорогие друзья, сегодня действительно волнительный и очень философский день для каждого дагестанца. Мы собрались сегодня вспомнить 140 лет со дня смерти имама Шамиля. Мне кажется, что надо сказать по-другому. 140 лет бессмертия на земле дагестанской и в наших сердцах во все времена имама Шамиля. Сегодня мы живем в такое время, когда именно имя, поступки, дела, деяния, состояние духа таких мощных людей, которые рождаются очень редко в любом, даже очень большом народе, необходимы для примера нынешних поколениям дагестанцев. Какие бы ни были времена на нашей земле, даже глубоко атеистические времена советского времени, как бы нам запрещали говорить о Шамиле, думать о Шамиле, никогда на земле Дагестана ни его имя, ни его дела не были забыты. Дагестан по своей природе, дагестанцы по своей природе определяются и определялись, сколько в них есть, было и будет от имама Шамиля. Вот сегодня нам надо подумать об этом, чтобы до каждого молодого человека, до каждого дагестанца дошло бы вот именно это понятие. Имам Шамиль впервые создал великое свободное государство. Имам Шамиль впервые вывел торжество в дагестанской
свободы, на такие вершины, которым завидуют до сих пор. Имам Шамиль освободил дух и тело, и мысли человека дагестанского, чтобы в нем никогда не оставалось от рабства, от ничтожного состояния на этой земле. Имам Шамиль дал народу, малому народу, такие понятия, от которых гордились бы любые великие народы мира. Мы сегодня, каждый из нас сегодня, когда задают себе тот или иной вопрос, вопрос человеческой жизни, вопрос духовной жизни, вопрос состояния Родины, вопрос состояния души, вопрос состояния веры, для нас бесценным и бессмертным, славным и величавым всегда остается и является пример имама Шамиля. Сегодня нам очень необходимо издать для наших детей рассказы детские о жизни, о детстве, о юности, о молодости Шамиля, его наиву, тех великих людей, которые творили историю Дагестана. Я бы очень хотел сегодня здесь вспомнить великие стихи о Шамиле, великие произведения о Шамиле, великие слова, сказанные всеми людьми. Но это все нам всем известно. Но мне кажется, что именно такие мероприятия, они должны быть как бы вопросом самому себе. Что я, кто я, зачем я, для чего я живу на этой земле. Именно этот вопрос, на который мы, если мы ответим правильно, если мы почувствуем на мгновение, что мы находимся на Хульго, почувствуем, что мы на мгновение, что на нас смотрит имам Шамиль, на наши дела, на наши поступки, на то, что мы делаем, это значит, где-то внутри нас еще живет та живая великая струна совести, чести, достоинства, подвига и величия нашего великого имама. Я думаю, что каждый человек, живущий на дагестанской земле, заслуживает, чтобы в нем было что-то от имама Шамиля. Спасибо. Спасибо большое, прекрасное выступление. Продолжить сказанное мы попросим нашего уважаемого Магомед Расулу, заместитель министра культуры Республики Дагестан. Ассаламу алейкум, уважаемые коллеги. Действительно, сегодня повод, который нас собрал в этом зале, быть может, не в том большом обширном составе, как хотелось бы, является личность великого дагестанца, великого россиянина, личность, которая действительно писала золотыми буквами свое имя, свои дела, мировую историю. Личность, как показывает многие научные исследования, до конца не изученная личность, вокруг которого идут очень много разговоров, и личность, о которой, к сожалению, до недавнего времени многие из руководителей страны говорили, наверное, с позиции воинствующего атеизма, говорили в угоду каких-то государственных деятелей, но не так, как было написано им, своими делами, подвигами, в историю человечества. Сегодня имя имама Шамиля, естественно, является одной из составляющих имиджа нашей республики, России в целом. Хотя потому, что оценка ее деятельности, она простирается далеко за пределы Дагестана, России. Об этом великом полководце, государственном деятеле
педагоги, организаторы. Оценку ему давали многие из зарубежных деятелей, начиная с Карла Маркса, кончая руководителем национально-освободительных движений в различных странах на земном шаре. Сегодня, говоря о необходимости патриотического, нравственного воспитания дагестанцев, прежде всего, дагестанской молодежи, а потом молодежи в целом в российском понятии, нам, наверное, нужно более ближе, яснее представлять биографию тех или иных исторических личностей. Биография имама Шамиля расписана во многих учебных заведениях, многих зарубежных странах. На страницах учебника истории Советского Союза, России, да и Дагестана мало на сегодняшний день тоже нашлось места. Думаю, что это один из пробелов, который нужно исправить, если мы громогласно говорим о том, что мы должны воспитывать достойную, патриотично настроенную, духовно и нравственно богатую молодежь. Молодежь, которая будет ценить наши традиции, будет передавать эти традиции из поколения в поколение и во многом будет подражать тем личностям, которым мы, старшее поколение, гордимся. Чтобы говорить об имаме Шамиле, нам надо его знать его историю, знать те великие события, которые связаны с его жизнью. Нам об этом, конечно же, рассказывают произведения, книги, которые написаны о нем. Здесь сидит автор одной книги про имама Шамиля, правда, она на аварском языке, и он обещает перевести ее на русский и в скором времени дать нам, чтобы мы могли черпать оттуда знания об имаме Шамиле. Это Магомед Гамзаев. Вам слово. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Самым малоизвестным, малоизученным периодом жизни великого имама по сей день остается тот период жизни его после выезда из Российской империи на хадж. Это около 2 лет, чуть меньше 2 лет. Мы в прошлом году с доктором филологических наук Ахмедом Муртазалиевым были в Стамбуле, посетили Государственный архив Стамбула, посетили рукописные фонды. Мы в архиве нашли газетные вырезки, газетные статьи, официальные документы. В то время, которое Шамиль там провел, около полугода, у Шамиля была очень насыщенная жизнь там. И мы, даже, честно говоря, по сей день даже не успели это все, весь материал обработать. Поэтому такая работа продолжается. Про этот период, который Шамиль провел вне России, я бы хотел сказать следующее. В первую очередь, Шамиль, будучи в Калуге, будучи в Киеве, на всех приемах, у Шамиля была одна единственная просьба и к царю, и ко всем царским чиновникам, чтобы ему позволили выехать на хадж. После неоднократных просьб имама, после ходатайств высших чинов царской России, ему наконец-то в 1869 году разрешили выехать на хадж. Разрешение было дано с условием, что старшие сыновья Гази Мухаммад и Мухаммад Шафи остаются в России. И ему был выдан паспорт со сроком на 1 год. Майским днем киевляне всенародно провожали имама, и имам отплыл по реке Днепр в Одессу, из Одессы на специальном пароходе до Стамбула. Когда пароход, на котором был имам Шамиль, зашел в Босфорский пролив, приветствуя прибытие великого имама, военный гарнизон в районе Салимия, Стамбула, Стамбульский военный гарнизон, продолжительным грохотом из крупных орудий приветствовали прибытие нашего великого имама. Берега Босфорского пролива были полны людей, которые жаждали видеть наконец-то живого Шамиля. В Турции, где все годы следили за газоватом имама Шамиля, жаждали его видеть, он стал самым любимым и самым популярным человеком. Когда пароход имама Шамиля приблизился к гавани Стамбула, подплыли несколько шлюпок и яхт турецкого султана,
и они забрали Шамиля и его семью, значит, сначала к султану в дворец Талмай-Бахче. Турецкий султан Абдул-Азиз, нарушив все свои, значит, протоколы, вышел к воротам своего дворца Талмай-Бахче встречать Шамиля. До этого, значит, турецкая история еще не знает, чтобы султан выходил за свой дворец, чтобы кого-то встречать, какой бы ни был высокий гость. Когда увидел имама Шамиля, он в первую очередь поцеловал ему руку, обнял крепко и сказал: «О мой дорогой гость, если бы мой отец, покойный Махмуд, султан Махмуд, вышел бы, выйдя из могилы, подошел бы ко мне, я бы так не обрадовался. Для меня и для моего правительства самой большой радостью будет то, что мы в силах выполнить, значит, любое твое поручение». С таким почестями был принят имам Шамиль турецким султаном. И то, что султан поцеловал руку имаму Шамилю, это тоже было, значит, впервые, значит, беспрецедентный случай, впервые значит, за историю султанов. И это весь облетело весь Стамбул. Все жаждали видеть великого имама. И, значит, многотысячные толпы людей собирались в мечети, особенно в пятницу, чтобы лицезреть имама Шамиля. Имам Шамиль в Стамбуле провел около 6 месяцев. В это время к имаму Шамилю приходили и муфти турецкие, алимы крупные, и кавказские мухаджиры. Особенно муфти и крупные шариатские алимы, значит, приходили к имаму, значит, со своими шариатскими вопросами. И они бывали крайне удивлены тем, что человек, который всю жизнь воевал, так тонко разбирался в мусульманской юриспруденции, шариатских вопросах. И отдавали ему должное, то выносили фетву, значит, посоветовавшись с ним. И у мухаджиров к ним бывали просьбы, имам успевал их решать. Значит, даже был случай, значит, народ, где бы ни был Шамиль, народ ликовал. Даже был случай, когда имам Шамиль ехал на фаэтоне в мечеть, молодые люди пришли, распрягли коней и сами потащили фаэтон Шамиля. Вот такие почести были Шамилю оказаны. Значит, и через полгода турецкий султан, значит, отправил свой лучший пароход, чтобы отвезти Шамиля до Египта. И египетский правитель Исмаиль Паша, как бы соревнуясь с турецким султаном, подготовился к встрече великого имама. На водах Александрии стояла целая громада военных кораблей Египта во главе над личным пароходом Исмаиль Паши. Исмаиль Паша ему организовал блестящую встречу, значит, которая подобает королей ведущих держав мира. По прибытии в свой дворец Исмаиль Паша попросил имама сесть на свой трон, то есть усадил на свой личный трон, и сказал ему: «О великий имам, сегодня я самый счастливый человек в мире, потому что у меня в гостях находится человек, который всю жизнь прославил на весь мир и прославил ислам, и всю жизнь отдал на пути Аллаха». После этого, значит, Шамиль был вместе с Абдул-Кадиром Алжирским в качестве почетного гостя на открытии Суэцкого канала. И потом, значит, специальным пароходом отправили его в Джидду. И в Джидде встречал Шамиля шериф Мекки Хаджи Амин вместе с потомками пророка, алейхиссалату вассалам. Как прибыл в Мекку, имама Шамиля поселили в доме потомков пророка. И шериф Мекки попросил, учитывая, что слишком много народу хотело увидеть Шамиля, попросил имама подняться на мимбар мечети Харама, чтобы все увидели. И по свидетельству очевидцев, значит, двумя шеренгами до мечети обратно до дома, где жил имам Шамиль, стояли военные колонии, чтобы ему люди не мешали ходить в мечети обратно. А порой бывало, имам ночью, переодевшись, ходил в мечеть. И как, значит, очевидцы передали очевидцы, когда имам шел на предвечерний намаз у ворот Бабу Али, мечети Харам, имам, значит, встретился с пророком Хизри, мир ему.
И хадж имам совершил, значит, этот был хаджул акбар, то есть Арафа, день Арафа был пятницей, в этом хаджи принимало, значит, 100 000 человек, из них несколько сот было дагестанцев. Значит, совершил хадж имам, значит, прибывает в Медину, когда увидел купола благословенной мечети пророка, алейхиссалату вассалам, ручьями текли слезы из глаз имама. В Медине имама встречали значит, шериф города, руководитель города и потомки пророка. Его поселили в доме тарикатского шейха и потомка пророка шейха Ахмеда Руфаи. И из окна имама была видна равза. Первый же день по прибытии в Медину, когда имам подошел к могиле пророка, алейхиссалату вассалам, и сказал: «Ассаламу алейкум, я Расулаллах». Значит, находившиеся рядом наши земляки, паломники, услышали, как священный голос ответил на его приветствие. И это было очередным караматом великого имама. В один из дней имам Шамиль в Медине провел почти 11 месяцев. В один из дней, в то время в Мекке жил, значит, человек преклонных лет, самый старший человек из рода пророка в Медине по имени Накиб Саддат. В один из дней он попросил своих детей повести себя к Шамилю. Как только увидел имама Шамиля, он упал к его ногам и начал их целовать. Имам его поднял и тоже проследился. И тут, значит, шейх рассказывает, что он вчера увидел во сне пророка, алейхиссалату вассалам, который сказал ему, что у нас в гостях находится достойный уважения человек по имени Шамиль, идите, окажите ему почести. Вот таким был Шамиль, имам Шамиль. И все время, находясь у равзе, имам Шамиль просил Всевышнего Аллаха: «О мой владыка, о всемогущий Аллах, если мои деяния, мои войны, мое намерение чисты перед тобой, и твой избранник, пророк, алейхиссалату вассалам, оправдывает их, пожалуйста, не дай мне, значит, отдалиться от твоего пророка, дай мне его лицезреть, и не лишай меня его заступницы шафаата». Надо сказать, и этой просьбе Всевышний Аллах ответил имама Шамиля. Значит, священный облик пророка имам Шамиль увидел, он с ним разговаривал, хотя он никому не сказал, о чем с ним говорили. И после того, как он увидел священный облик пророка, тело его стало, значит, слабеть, он перестал думать о мирском и начал ждать, видеться, значит, со Всевышним. И по истечении нескольких дней, 4 февраля 1871 года, его душа покинула тело, и он переселился в мир иной. И на похоронах тоже надо сказать, вся община в Медине собралась похоронить имама. Будучи в Медине, у имама там умерли 2 дочери, и они оба были похоронены на знаменитом кладбище Бакия, где похоронены 10 000 сподвижников пророка и его семья. Когда собрались его хоронить, выступал крупный мединский ученый того времени Хадж Абдулла, шейх Абдулла. Он произнес: «О венец мухаджиров, о корона ислама, твоя смерть – беда для всего мусульманского мира». Больше он не мог ни одного слова произнести, слезы помешали ему. В тот день в Медине плакали все, и старые, и молодые, и женщины, и дети. И каждый старался дотронуться до погребальных носилок имама Шамиля, чтобы получить благодать от него. И был похоронен имам за куполом могилы дяди пророка Аббаса. До начала, значит, 20 века все знали именно, где находится могила Шамиля, но по сей день мы только знаем примерно, но тем не менее десятки тысяч дагестанцев ежегодно посещают могилу Шамиля. Я хотел бы сказать в конце: дай Аллах, чтобы баракат имама Шамиля никогда не покидал Дагестан. Дай Аллах, чтобы тауфик нам всем быть достойными примера, достойными потомками Шамиля, чтобы мы могли гордиться не только на словах, и на деле могли доказать, что мы истинные, значит, потомки и наследники имама Шамиля. Саламу алейкум ва рахматуллахи. Да, действительно, о Шамиле знают не только в Дагестане, не только в России, но и во всем мире. Мы воочию это увидели, когда, будучи в священной Мекке или в Медине, нам встречаются люди из разных стран, и они при упоминании слова «Дагестан» говорят «Шейх Шамиль».
и религию ислам, которую мы сегодня исповедуем, для нас защитили, сохранили и обновили наши великие имамы Кази Мухаммад, Гамзатбек и Шамиль. Нашид, который сейчас нам исполнит хадис Сабир, так и называется «Ислам». Что я нашел в тебе, ислам, Аллаха и его пророка, прощение своим грехам, путь избавления от порока, слезу раскаяния души, искренней молитвы радость, звучащую в ночной тиши, священного Корана сладость. Что я нашел в тебе, ислам, ответы на свои вопросы. В чем правда есть, а в чем обман? Где путь прямой, а где заносы? Мою заветную мечту, источник благости и света, нашел счастливую судьбу. Найдите в нем и вы все это, мою заветную мечту, источник благости и света, нашел счастливую судьбу. Найдите в нем и вы все это. Спасибо за ислам. Спасибо за ислам. Спасибо за ислам. Спасибо за ислам. Спасибо, хадис. У нас в Дагестане есть одно место, которое, наверное, посетили все, которые сидят в этом зале. Это Национальный музей, который находится на площади. Там представлен целый этаж, посвященный Кавказской войне, где находятся личные вещи имама Шамиля. И слава Богу, что у нас есть. Я хочу теперь представить слово генеральному директору Объединенного музея Хапаловой Джавгарат Нажмудиновне. Она расскажет нам об том, как дагестанцы интересуются эпохой имама Шамиля. Здравствуйте, дорогие дагестанцы! Поздравляем сегодня нас всех, что мы дружно, вот так красиво могли собраться в память нашего великого Шамиля. Шамиль принадлежит тем же полководцам, известным вообще во всем мире, и Ганнибал, и Надир-Шах, и Александр Македонский. Один из них – Шамиль наш, золотыми буквами, который написан в нашей истории. У нас в музее, Объединенном музее, конечно, открыто давно, в 200-летие еще была открыта целый этаж нашему имаму Шамилю. И сейчас продолжает. Мы ее в прошлом году обновили, ремонт сделали на этом этаже. И прекрасно выглядят, почистили все отличные экспонаты, связанные с историей Кавказской войны. Дело в том, что вы спросите, откуда у нас столько экспонатов, которые находятся в нашем музее, Объединенном музее. В 1925 году первый директор музея Павлов
и Тахагоди. Собрали, писали везде, и в Петербург, и еще другие города, Грузию, еще Пятигорска у нас экспонаты. И все экспонаты, очень много экспонатов мы получили, связанные с историей Кавказской войны. Среди них прекрасные письма, личная переписка Шамиля, некоторые переведенные с арабского языка. Дальше у нас личные вещи Шамиля очень много, его сыновей личные вещи, они все в витринах экспонируются в нашем музее. Также мы экспонируем после смерти Шамиля изданные книги в Лондоне. Мой муж еще когда бывал в Лондоне, в те годы еще привозил на языках, европейских языках книги, изданные разными авторами о Шамиле. Это о чем говорит, что наш Шамиль знаменитый не только в Дагестане и во всем мире. Конечно, мы гордимся нашим Шамилем, и всегда, когда приходят к нам студенты, к нам школьники, когда приходят, конечно, особенно когда российские делегации тоже у нас бывают, отдыхающие с нашего Дагестана, санатории, они тоже не обижаются, когда мы говорим, что мы защищали нашу родину. И нужно будет в любое время, я думаю, наши дагестанцы и сейчас станут на защите своей отчизны. Такое было время, такой был указ тогда. Какие же мы дагестанцы, если не смогли бы защитить тогда наш Дагестан? Мы любим наш Дагестан. Бедная она, богатая она, красивая, некрасивая сегодня. Мы ее все любим. Поэтому живем в Дагестане. И хотим, чтобы в нашем Дагестане был мир и дружба. И сегодня мы хотим. Мы очень рады, что такое хорошее мероприятие сегодня провели. Мы очень рады, что мы причастны к этому мероприятию сегодня, что мы какую-то пользу тоже можем принести нашей республике, присутствие на этом мероприятии, что мы все любим и ценим Шамиля. Самое обидно, знаете, что когда экскурсия кончается, и мы подходим к картине пленения Шамиля Горшвита, вы знаете, вот прямо волосы дыбом стоят, когда смотришь и сегодня на эту картину. Это просто передать невозможно, даже сейчас. Стою я передо мной эта картина. И вот нам так обидно, что его пленили. И так мужественно, он так красиво там стоит на этой картине. И там настоящие герои, которые были в то время, когда пленение Шамиля было. Тут было сказано о пленении Шамиля. Этот вопрос, который неправильно зачастую толкуется и неправильно понимается. Говорить о том, чтобы Шамиль был пленен, я думаю, не стоит, и это неправильно, потому что его никто не заковывал, его кандалы никто не заковывал, с него оружие никто не снимал. Это был дипломатический шаг и прекращение войны. Он выполнил миссию, которую на него возложил Всевышний. Он сохранил свой народ, он сохранил свою республику, культуру и религию. Что касается реплики по поводу того, что имам Шамиль не сдавался в плен, естественно, он никогда не сдавался в плен, это не в его духе было, и натура такая, что ничему, тем более никому он в плен не сдавался в своей жизни. Значит, есть определенная процедура, когда военных или гражданских берут в плен, но эта процедура была изначально нарушена. Имам Шамиль поставил условия, в соответствии с которым он будет, значит, давать команду о прекращении военных действий. И во-вторых, вы, наверное, заметили во всех и картины, и далее в описаниях, что Юнус, его телохранитель, он кинжал свой не сдавал, и он был до последнего момента, пока Шамиля не отправили, значит, в Калугу, Питер, Москву и далее, он находился при оружии. То есть, что, естественно, противоречит законам, в соответствии с которым человек принимает в плен. Поэтому, поддерживая Хаджимата, скажу, что имам Шамиль в плен не сдавался. И, наверное, никогда в жизни не собирался это делать. Само вот название пленения Шамиля меня коробило, меня смущало. И в то же время я изучаю историю за долгие годы. У меня очень много публикаций, посвященных Шамилю. Книга «Салтай и Гергебел». Я о чем хочу сказать.
Он не сдавался, его пригласили. Я еще об этом еще хочу, не знаю, насколько удастся мне это преподнести читателю. Я читал в те времена, мне попалась такая, значит, информация. Он пленение, не пленение Шамиля, а приглашение на переговоры. Изначально эта картина была аннотирована вот именно так. А потом там даже след остался, как перекрасили вот эту рамку. И это название не пленение Шамиля, кому-то, видимо, было, значит, выгодно, и написали вот так. Давайте предоставим слово главному редактору газеты «Нурул Ислам» Магомеду Гаджиеву. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Конечно, действительно, Шамиль такая величина, которую не нужно рекламировать. Если ее даже кто-то будет стараться ее очернить, тогда тоже ничего не получается. Мы знаем во время коммунистического прошлого, как старались ее очернить, но ничего не получилось. Получалась обратная реакция. Я что хотел бы сказать. Вот мы всегда, говоря про Шамиля, всегда забываем вот основную идею, суть, ради чего Шамиль сражался. И мы ее представляем или военачальником, или администратором, или кем угодно. Но вот основную суть, ради чего один человек проделал такую трудную жизнь, мы всегда забываем. Если взять по истории, в истории не было такого, чтобы вот такое соотношение было. Вот бывали случаи, когда Шамиль сражался 1 к 20. То есть соотношение воинов Шамиля бывало как воинам противникам 1 к 20. И мировая история не знает ни одного случая, что в таких трудных условиях, с таким соотношением, чтобы один человек сражался. Это, конечно, говорит о ее гениальности. Но основная суть, для чего же это было? Это все было, он сражался ради сохранения религии и ради сохранения нашего Дагестана, нас самих. Шамиля многие историки сравнивают с великими полководцами, с Наполеоном, с Александром Македонским и другими. Но отличительная черта имама Шамиля то, что имам Шамиль, он не был завоевателем, он был защитником своей родины, своей религии. Вот это нельзя забывать. Мы хотим сейчас предоставить слово Хамзалаву, чтобы он исполнил нашид, в котором говорится об имаме Шамиле. Мачлиш, рочлиш, мучи, ахмугох, чухиш, унтиш, шибут саругох. Мачлиш, рочлиш, мучи, ахмугох. чухиш, унтиш, шибут саругох. Халае бактараб, сахвич эбругун, ғалбац ал хулич эб, қадруяк рукун. Гохазда, шобазда, гулбузу ишан, жеги ход ичеб шуш, шахид забазу. Да им тарал талкал, удия пунар, хобо халак фараб, дурба хачити. Да им тарал талкал, удия пунар, хобо халак фараб, дурба хачити. مسقروا عمال عيلته بيخوان تاريخ ترابات بحرب شفيقي شخو يحكي روح بيقول بحالك نقي ترابات بحرب
نصبي ريشيلا عيلا أشيف جيواس دور تاريخ خازي حبيلا نصبي خريسيلا عصربي إينا مصرو أحدو قوش ركعت خطيلا نصبي خريسيلا عصربي إينا منصرو أحدو قوش ركعت خطيلا اشتري الجوح ركعت خطيلا. Одну маленькую реплику хочет высказать наш брат Усман. Я хотел сказать такую вещь. Однажды, когда я был в гостях у своего друга, я заинтересовался учебником истории России 19 века у его сына. И когда взял учебник и сразу же открыл историю 19 века Северного Кавказа. Там было всего 1,5 страницы. И там было написано, что Российская империя хотела облагородить земли Кавказа, строить дороги и так далее, но местные феодалы воспротивились этому и придумали муридизм для уничтожения всех русских. Такой учебник существует. У меня такой вопрос, просьба и пожелание. Вообще, возможно ли что-либо сделать в этом направлении? И если у нас какие-нибудь люди компетентные в этом вопросе, чтобы изменить эту ситуацию, и чтобы наши дети в школах... Сейчас этот учебник существует, и наши дети в школах эту гадость изучают. Возможно ли что-либо сделать, чтобы изменить эту ситуацию? И говорится также, по-моему, я буквально могу ошибиться об имаме Шамиле, что он ставленник Турции и так далее. Есть такая процедура, значит, если Министерство образования Республики Дагестан и совместно с Академией наук примет решение, что данное учебное пособие, значит, не подлежит использованию в учебном процессе, мы эту, так называемую, ноту можем оформить через Министерство образования Российской Федерации, сделать так, чтобы этот учебник исключили из оборота в учебном процессе. Потому что вот такие примеры были, вы помните, наверное, где-то перестроечные, постперестроечные годы, несколько учебников, которые искаженные варианты выдавали отмены крепостного права Российской Федерации. И в Москве очень быстро нашли способ избавиться от этих учебников. Я думаю, что если мы чуть-чуть пошевелимся, это тоже сумеем. Было заявлено, что будет говорить и Микаил из общества Вацхи. Я хочу небольшой анализ, больше, чтобы и про историю сказали, и вообще про отношения, про музей, все экспоненциально сказано. Теперь позвольте высказать отношение по анализу умонастроения молодежи через интернет. То есть мы проводим непосредственную работу, 2 года уже проводим по историческим тематикам, и какая же там реальная картина. Так ли знают Шамиля, так ли ценить его, так ли хорошо изучать его. Сразу скажу, чтобы немножко настроение не испортить вам, а чтобы вы реально знали ситуацию. Мой знакомый, лично я его знаю, парень преподает в Хасавюрте историю. Он сделал опрос 10 самых известных личностей Дагестана. В школе провел, ни один человек Шамиля не вспомнил. Теперь далее. То, что касается, что именно там на сегодняшний день творится. Теперь я хочу также начать со слов Расула Гамзатова, другого великого горца, который говорил: «Я люблю твою гордость и тягу к свободе, мой народ, что когда-то родил Шамиля». Но это уже Расула есть другие слова. Кто прошлого стрельнет из пистолета, того будущего стрельнет из пушки. Мне кажется, на сегодняшний день, чувствуя умонастроение, которое там среди кавказской молодежи есть, мы устроили канонаду, артобстрел устроили в прошлом. И вот эти плоды мы сейчас сегодня пожинаем. Что же там происходит? Основное, знаете, что происходит? Ниша, которая именно Кавказская война, да, возьмем, там не только Кавказская война, тема касается вообще истории. Но если говорить о Шамиле, то все, что его касается, его борьбы, она в цифровом формате нету его. Есть, выпускают Гамзаев, были книги других авторов, они на книгах, но вы же знаете, что молодежь сейчас в библиотеке не сидит. Вы же видели, проходили, здесь пусто. Приходит только во время сессии. А вот основная молодежь вся черпает всю информацию, пропитывает как лакмусовые бумажки через интернет. Действительно, очень много проблем
Но то, что мы сегодня здесь даже по одному маленькому объявлению собралось столько человек, это говорит о том, что мы очень уважительно относимся к нашей истории, к тому, что происходит вокруг нас. И нам это обидно, и нам это больно. Мы это будем, я думаю, это не единственное такого рода собрание, не единственное такого рода форум, который говорится о 140-летии памяти имама Шамиля. То, что здесь подняли очень много вопросов, это, я думаю, каждая организация, которая здесь представлена, она возьмет себе на вооружение и будет с этим работать. Я хочу поблагодарить тех, кто принял участие в этом организации, в подготовке. Это в первую очередь Министерство культуры в лице Мухаммада Расула, Объединенный музей, которые очень охотно отозвались, помогли сами. Спасибо ребятам из молодости Дагестана, которые приехали с Хасавюрта, вот представить такие прекрасные формы. Спасибо муртазекам, которые пришли, и всем тем ученым, исследователям, писателям. Всем большое спасибо от имени муфтия и от имени всего духовенства. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля Мухаммад. Вот из сурат Аль-Фатиха. Спасибо всем за внимание, за то, что пришли, поддержали. Да будет доволен вами Аллах.